населенный пункт нашей страны, конечно, имеет свою историю. И чем больше эта история, тем труднее нам знать о том, как начиналась история города или какого-либо населенного пункта. Что касается нашей Орши, то, пожалуй, надо ее истоки искать, может, в IX, может, в X, может, да, в XI веке, что более вероятней. Кто основал Оршу, трудно сказать. Сегодняшним исследователям пытались сделать. Очень трудно. Может, это и даже скифы, если предположить, или племена зарубежской культуры, или славянские племена, скорее всего, которые пришли сюда, в Белоруссию, с западов в середине первого тысячелетия и ассимилировали местные племена балтов. Трудно сказать, но надо все-таки искать. В составе экспедиции был профессиональный историк, известный нам всем, Игорь Анатольевич Ершов. Ну, шмат чего можно вспомнить. Конечно, это было мероприемство незвичайное. Да, это был Новоржев. Правда, Новоржев крыху баку был, а ввогуле апошнім пунктом, куда мы прибыли, это был поселок Орша. Так, Андрей? Так. Поселок Орша. Вот туда мы прибывали. Лишь Новоржев был приймаючий бок. Я пам'ятаю, що я якраз і ходив до намесника старшини райвиконкама, домовлятися, яка буде зустріча. Зустріча була цікава, вони вельми добре підрихтувалися. Ще здалека ми бачили лозунги, привіт, білорусам, там привітання, нечто ще. Там танцы были, самодеятельность, вот. Ну, это было цікаво. А чему меня отправили туда домовляться? Потому что фамилия наместника была, как моя, Ершова. И мы знайшли один одного там. А еще я памятаю, мне дали задание хлеба принести. И коли махчима, то талоны, что памятаете, талоны были на это самое, да? Там добыть талону и вот. Що это я виконав, и перше, и другое домовились об встрече, и какая будет встреча, там были речки, и Оршица, и Льста, и Сорыть, опетые Пушкиным, это были пригожие местины. Вот тут прогучал я слухоуважливо, там тое стратили, тому і ось от молодь сядись, такая пропанова, ну, може, коли не в этом году, так хоть про 10 год пройти этим маршрутом снова и знайти тое, что стратили. Ту консерву, приемники, там еще, фотоаппараты, там шмат чего стратили, это треба пройти. Ну, на жаль, конечно, сегодня не все собрались, и шмат кого мы и не бачим, и уже інших и нема з нами, вот тут только что вспоминали Миколу. Вот. Я вам скажу, что он якраз, кроме того, я хотел бы сказать об этом, долго працавал над книгой «Память», потом уже мы завершали эту книгу, эта книга вышла, и там Микола выказана удячность за то, что он это довго робив і шмат вклав сил, то як Орша мела свою память, книгу память, двухтомник память. Ну, треба, конечно, и збиратися. И это добре, что наш отдел молоді это ось піднімає, як кажуть, тому що ось сидять і дівчата тут, і хлопці молоді. Сьогодні нема того, що раніше було. А это треба піднімати. Життя наше стало неким шером, а може мені здається, може я старий вже. А тому є тут структури, які повинні цим займатися, і дякую, що вони займаються. Дякую всім тим, хто прийшов на цю зустрічу. Я думаю, вона так само буде запам'ятальна, як і те мероприємство, та експедиція, якою вже сповнилося 10
Вот. Это маленькие книжонки. Называется «Наволжье. Памятные места». Вышла на еще советская влада была, в московском будоведстве. Ну, потом Бежено Днепро. О, такая черненькая книжка стоит. А потом мы называли на книжкой «Память». Ну, после памяти... Нет, это не после памяти. Это до памяти. До памяти. Вот эта книжка вышла. Земля Короткевича. С авторской мы забили. Ну, четвертый курс памяти. Да? Памятницы. Добрая память. Зачем свежие, это взрослых родинных дорог. Взрослых родинных дорог. Ага, ну, зрозуміло. На вот. Это книжка про людей, наших земляков. Скажем, мастаков, ну, театральных деятелей, композиторов, там, спеваков, так само. А если довольно знакомитые. Ну, что тащится в газетных материалах, А это вы ведаете, сколько их было. Кто со мной по 4 года уже отрапсовал, они